Здравствуйте, в эфире новости, в студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. Очередную группу мобилизованных отправили сегодня в зону спецоперации. Порядка 300 военнообязанных провожали в военном городке поселка Спутник. Половина из них жители Северной Осетии, остальные из регионов Северного Кавказа. 163 года исполнилось со дня рождения великого осетинского просветителя Костахи Тагурова. Традиционно в пантеоне Осетинской церкви сегодня возложили цветы к могиле поэта, а школьники зачитали стихотворение. Асфальт положен хорошо, бордюры установлены. Народный фронт продолжает мониторить состояние дорог в республике. Те, что отмечены на карте, постепенно ремонтируют, насколько качественно проводят работы. На выполнение боевых задач сегодня отправились еще 300 военнообязанных, из которых около половины – жители Северной Осетии. Проводы состоялись сегодня в военном городке поселка Спутник. С мобилизованными встретился председатель правительства республики Борис Джанаев. Он пожелал бойцам успешного выполнения задач. Кроме того, отметил, что сформированные отряды Осетия и Алания – настоящие герои, на счету которых уже немало подвигов. 15 продуктовых наборов сегодня передали семьям, чьих близких призвали в рамках частичной мобилизации. Волонтеры студенческого корпуса спасателей адресно помогают родным военнослужащих. В наборе продукты первой необходимости, крупы, масло, молоко. Еще 50 таких же продовольственных пакетов передадут завтра. Как рассказывают сами активисты, эта работа будет вестись и дальше. Все заявки от населения поступают в колл-центр, который недавно запустили по поручению главы региона Сергея Миняева. Никто никого не оставляет в беде. Если от людей есть запрос, что вот они нуждаются в продуктах элементарно, то этот запрос обрабатывается теми структурами, которыми должен обрабатываться. Услышан, обработан. Вот и, соответственно, я думаю, что это важно, потому что люди должны чувствовать поддержку. В Северной Осетии проходит форум добровольцев. 80 человек со всего Северного Кавказа. Все они помогали во время пандемии коронавируса, а теперь участникам специальной военной операции. Для ребят проводят тренинги и семинары на тему добровольчества эксперты из регионов страны. Сабина Гатагова с подробностями. Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Северная Осетия. Такая широкая география участников, которых объединяет одно доброе дело. Во время пандемии они все стояли на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сейчас помогают участникам специальной военной операции и их родственникам. Одна из них – Алина Абдурахманова, она волонтер-медик. Когда узнала про форум в Томиске, не задумываясь, решила приехать. Получить новые знакомства в первую очередь. Больше знаний, опыта, которым делятся ребята между собой. Осетия являлась одной из моих целей именно по форумам и вообще посетить данную республику, потому что она для меня какая-то величайшая, я не знаю. Она мне очень нравится, прям горы и своей атмосферы. А для Батраза Гоцоева это еще и новый опыт в кураторском деле. Он участник многих форумов. Сейчас решил попробовать себя как наставник. Говорит, это не только интересно, но и очень ответственно. Его главная задача – создать в команде дисциплину и сплоченность. У нас наладился хороший контакт. Ребята, я же говорю, активные, общительные. Не было никаких таких сложных моментов. Куратор должен быть в первую очередь другом для каждого члена команды. Он должен быть стрессоустойчивым. При возникновении любой какой-то ситуации непредвиденной он должен реагировать и знать, как эту ситуацию решить. Для участников подготовили интересную программу: лекции, тренинги, мастер-классы с ведущими экспертами со всей страны. У них многолетний опыт в сфере добровольчества. Это Ассоциация волонтерских центров России, Росмолодежь. Они готовы поделиться им с ребятами. У нас Северная Осетия, Алания – это уже 4-й регион, где мы проводим образовательную программу в рамках проектной культуры. Надеемся, эти дни мы с вами плодотворно поработаем. Мы сможем вам помочь разработать ваши социальные проекты и, в принципе, проектные инициативы. Поэтому желаю всем удачи в нашей работе.
Главная цель форума «Добро из КФО» – повысить профессионализм и личностные качества активистов образовательных организаций. Команды формировали из разных делегаций. В течение 4 дней они будут обмениваться полезным опытом друг с другом. Активные ребята со своей жизненной позицией, и я считаю, что это будущие квалифицированные кадры, которые будут востребованы на территории вот как раз тех субъектов, которые они представляют. В рамках нацпроекта образования до 2024 года на территории России численность школьников и студентов, вовлеченных в общественную деятельность, должна достичь почти 9 миллионов человек. 2 года назад этот показатель был больше 2,5 миллионов. Благодаря проведению обучающих семинаров число добровольцев растет. Сабина Катакова, Давид Битиев. Новости Осетии. 163 года исполнилось со дня рождения великого осетинского просветителя Костахи Тагурова. В его память в республике сегодня проходит множество мероприятий. К памятнику Коста в пантеоне Осетинской церкви возложили цветы представители республиканской власти во главе с председателем правительства Борисом Джанаевым и председателем парламента Таймуразом Тускаевым. Почтить память основоположника осетинской литературы пришли региональные отделения Союза писателей и Союза журналистов, деятели культуры, образования, школьники. Ребята традиционно прочитали фрагменты стихотворений великого поэта. То, что сегодня здесь так много народу, подавляющая часть дети, в этом нет ничего удивительного. То, что дети – это прямая обязанность каждого преподавателя осетинского языка. Они должны прививать любовь к Коста, к литературе. А в редакции журнала «Нокзау» подвели итоги флешмоба. Он был приурочен ко дню рождения Костахи Тагурова. Инициаторами акции стал Комитет по делам печати и массовых коммуникаций и редакция журнала. В нем приняли участие школьники, учителя, воспитанники и воспитатели детских садов и Северной и Южной Осетии. Всего около 500 работ в рамках флешмоба. Участники читали произведения Коста на осетинском и русском языках. Среди участников были и представители других национальностей. Основная цель мероприятия – укрепить любовь к родному языку. У нас получился такой грандиозный масштабный проект, где приняли участие в итоге и воспитанники, и воспитатели, и ученики, и учителя. Во всех этих категориях мы определили победителей. Мы посчитали, что самым лучшим подарком в этот день станут книги самого Коста Ливановича Хитагурова. В принципе, победители и получат его книги с его произведениями. Наша главная задача на сегодняшний день нашей молодежи, нашим детям, нашему младшему поколению объяснить, что без родного языка нет будущего нашей Осетии. Это самая главная задача. Если мы сейчас, вот наше взрослое поколение, не будем заниматься нашими детьми, нашим молодым поколением и не будем внедрять в их умы, что язык наш – это не просто язык общения, а это язык ментальности, что если мы перестанем говорить на осетинском языке, понимать осетинский язык, то мы просто потеряем свой образ, свою ментальность. Активисты Народного фронта продолжают мониторить состояние дорог по всей республике. На карте убитых дорог все меньше объектов. И здесь главное не количество, а качество выполненных работ. За этим эксперты строго следят. Дана Малышева расскажет подробнее. Это сейчас на улице Калоева идеальная дорога. Качественные бордюры, тротуары и условия для маломобильных и мам с колясками. О покрытии без 20-сантиметровых ям жильцы просили много лет. Раньше здесь дорога была ужасная. Одни ямы, латали их постоянно, но ничего не выходило. Вот мы мучались с проезжей части, машины нам не давали по ночам спать. Днем ладно, а ночью мы мучались. И вот нам наконец-то сделали дорогу. Отличную, хорошую. Улица Калоева была на карте убитых дорог Народного фронта. Туда жители заносят самые проблемные участки. В этом году часть объектов из списка отремонтировали и сдали. Их оценили общественники. Улица Ленина почти центр Владикавказа. Под прицелом активистов ливневые канализации. Асфальт не должен их покрывать, иначе дорога не выдержит сезон дождей. Асфальт положен хорошо, бордюры установлены и, что очень важно,
Пандусы сделаны таким образом, что инвалидная коляска может заехать беспрепятственно. По такой дороге ездить было невозможно. Это затрудняло движение для автомобилистов. Еще примерно 2 месяца назад, я помню, дорога была вообще в ужасном состоянии. И было вообще неприятно. И сейчас уже более-менее хорошо. Были огромные ямы, и сейчас стало намного лучше. Ватутино считается одной из самых оживленных улиц Владикавказа. В час пик здесь проезжают сотни машин. Раньше движение затрудняло и дорожное полотно. Ямы, конечно, латали регулярно, только слои асфальта проблему не решали. Ситуация изменилась после капитального ремонта. На Ватутино, как и на других объектах, пандусы. Теперь улица стала по-настоящему комфортной. Проблемы с передвижением здесь точно не возникнут. Качество асфальта тоже не вызывает никаких замечаний. Машина едет гладко, легко и плавно. Поэтому здесь тоже наше мнение, что работы выполнены качественно. И так на всех 3 проверенных улицах. Дороги на Калоева, Ленина и Ватутино соответствуют всем современным стандартам. Улицы ремонтировались в комплексе, то есть проезжая часть и тротуары ремонтировались одним подрядчиком одновременно. И мы видим, что вот сейчас даже на такой широкой улице, как Ватутино, мы видим, что от одного края до другого все сделано качественно. Народный фронт продолжит мониторить дороги Владикавказа и держать под контролем формирование городской среды. Дана Малышева, Владимир Кокоев. Новости Осетии. Раскрываемость преступлений в городе выросла на 5%. Об этом сообщил начальник управления МВД по Владикавказу Алан Гутиев. На отчете участковых Эристонского района перед населением сотрудники полиции отметили: сейчас особое внимание уличному патрулю. Говорили о телефонных мошенниках. В прошлом году во Владикавказе раскрыли около 140 правонарушений с банковскими картами. Профилактика жителей проводится регулярно, особенно среди пожилых. Итоги работы за 9 месяцев прокомментировали представители префектуры, ГИБДД и МВД в рамках профилактической акции «Ваш участковый». Встречу с гражданами организуют по всем районам Владикавказа. Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Это одно из самых распространенных заболеваний у женщин. К началу октября на диспансерном учете состоит больше 3000 человек. С запущенной стадии обращается каждая 3-я. Выявить признаки можно и во время самообследования, но все же лучше обращаться к специалистам. Постоянная диагностика может выявить заболевание на ранних стадиях, а значит предотвратить ее развитие и увеличить шансы на выздоровление. Особенно это касается людей старше 40 лет. Мы рекомендуем обычно женщинам до 30-40 лет произвести УЗИ молочных желез. После 30-40 лет уже рекомендуют произвести и маммографию тоже. А онкология – это наука об опухолях, которые бывают и доброкачественные, и злокачественные. Поэтому чем женщина будет смелее и обращаться к врачу, тем лучше для нее в последующей жизни. В Национальной библиотеке прошла презентация 7, 8 и 9 томов историко-краеведческого издания «Терский сборник». Они содержат материалы по истории и культуре терских казаков. Работали над ними почти год, тираж 1200 экземпляров. Половину по уже сложившейся традиции передадут библиотекам. Первый том издали в 2016 году. Презентации уже прошли в Краснодаре и Ставропольском крае. На очереди Махачкала и Ставрополь. Мы считаем, и не только мы, наши читатели считают, что эти книги высокого академического уровня. Мы переиздаем те материалы, которые публиковались ранее, до 1917 года. Мы вводим в оборот новые архивные материалы. Мы работаем активно с Государственным архивом Российской Федерации. И мы вводим и в научный оборот новые документы, ну и даем широкой публике возможность прикоснуться к эксклюзивным каким-то материалам, которые ранее никому не были доступны. Уроки от заслуженного деятеля искусств Тамерлана Хосроева. Какими качествами должен обладать дирижер и как их привить? Основатель школы симфонического дирижирования знает секреты такого мастерства. Его воспитанники уже покоряют зрителей по всей стране. А тем, кто только начинает свой путь, то есть на кого равняться. Зоя Тараева побывала на уроках.
Правильно расставить акценты, задать темп и скоординировать действия музыкантов между собой – это лишь малая часть работы дирижера. Олану Дорохову 10 лет. С миром искусства его познакомила старшая сестра Роксолана. Мальчик присутствовал на всех ее занятиях в музыкальной школе. Заинтересовался и вот уже 3 года изучает тонкости дирижирования и играет на 3 музыкальных инструментах. Дебют Олана состоялся в позапрошлом году в честь Дня славянской письменности и культуры. Мальчик дирижировал хором, а в этом году еще и оркестром. Когда я дирижирую, я чувствую ответственность за музыкантов, которые сидят там, удовольствие и чуть-чуть волнение. Мне бы хотелось посвятить свою жизнь музыке, и дирижированию. А вот 13-летнего Артура Хохоева в музыкальную школу привела мама. Мальчик играет на скрипке и фортепиано. Первое занятие по дирижированию не оставило его равнодушным. Занимается уже 3-й год. Признается, когда выходит на сцену, эмоции переполняют. Когда ты стоишь и показываешь, и все это повторяют то, что ты попросил сделать. И когда чувство, когда управляешь большим количеством людей. Занятия проходят под руководством заслуженного деятеля искусств и основателя школы симфонического дирижирования Тамерлана Хосроева. Его воспитанники уже покоряют тысячи зрителей по всей стране. Среди них Тимур Зангиев, Георгий Албегов, Хэтак Тидеев, Дана Муриева и Залина Карданова. В группе юных дирижеров занимается 3 человека. Преподаватель рассказывает, такую нагрузку выдержит не каждый. Необходимо всецело отдаваться этой профессии и уметь правильно организовать свое время. Ребят учат думать быстро, делать медленно. И, конечно, немалую роль в процессе учебы играет практика. В этом молодым музыкантам помогает симфонический оркестр. Воспитание дирижера, любого, а особенно симфонического, это процесс очень долгий, кропотливый. И это не массовое явление. Самый лучший учитель – это оркестр. Какой бы педагог ни был, все равно здесь все проблемы, они как-то обнажаются. А это и полезно молодым дирижерам. Неоценимый вклад в становление юных дирижеров вносят и родители, а не те, кто как никто другой может подбодрить и найти правильные слова. Сейчас ребята активно готовятся к предстоящему концерту и, несмотря на юный возраст, смогут в очередной раз удивить зрителя. Зоя Тараева, Алана Бзыкова, Георгий Такоев. Новости Осетии. Такой была информационная картина дня. Спасибо за внимание и до встречи.